В Воркуту приехал Михаил Николаевич Пеймер, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный горняк, чтобы поздравить шахтеров с их профессиональным праздником. Родом ветеран из Харьковской области, сам прошел через всю войну. Хоть и проживает сейчас Михаил Николаевич в Ярославле, он с тяжелой болью следит за тем, что происходит на его малой родине. Эксклюзивное интервью с ветераном, одним из основателей Воркуты, в сюжете Татьяны Супряткиной. С виду и не скажешь, что этому мужчине в феврале 23-го года исполнится 100 лет. Ровная походка и горящие глаза. Хоть Михаилу Николаевичу тяжело дышать, тяжело говорить, тяжело ходить, но фронтовые будни, а затем суровый ГУЛАГ закалили характер. Прошел всю войну, освобождал Белоруссию и Литву, но потом был арестован по доносу. Получил 10 лет Воркутлага. Возглавлял бригаду строителей. Все, чем живет сегодня Воркута, было построено и его руками. Мы построили домостроительный комбинат. Он собирал дома. А кто сделает фундаменты? А кто подведет дороги? А кто сделает подземные коммуникации? Канализацию, холодное водоснабжение, горячее, отопление, электроснабжение. Вот это делал я. Сразу после войны началась генеральная застройка города. Заполярье разрасталось, добровольцы ехали со всей страны. Нужны были и дополнительные финансы на строительство объектов. Я помню, мы ездили в Москву, когда защищали план материально-технического обеспечения, годовой план. Ездили, везли с собой подарки в министерство. Воркутинскую водку на праздничные в этих хрустальных штопах. Везли пыжиковые шапки, вот эту водку, еще оленину. Окончив Кемеровский горный институт, прошел путь от мастера до заместителя комбината «Печор-Шахта-Строй», получив звание заслуженного работника народного хозяйства. Меня послали в командировку в Харьков. Там, потому что в Ленинграде такого института не было. А в Харькове был институт Южканал, водоканал проект. Там был такой главный инженер проекта Игорь Спектор, который начал проектировать воркутинские сооружения. Потом, однажды, в очередную мою поездку в командировку, я его попросил поехать со мной в Воркуту. Он поехал, да так и остался. После Воркуты, как сняли судимость и реабилитировали, Михаил Николаевич уехал в Ярославль. Там и сейчас проживает, но не забывает о своей малой родине. Сам он из Харьковской области. Знаменск, Краматорск – эти населенные пункты ему с детства хорошо знакомы. Там сейчас наши военные ведут спецоперацию, освобождают территории от нацистов. Ветеран следит за тем, что происходит, поддерживает солдат и мечтает съездить туда, там, где похоронена его мама. Татьяна Супряткина, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.